Салям, салям, салям. С вами учитель казахского языка Дошан Жандарбекулов. И наш видеокурс, который называется «Казахский язык за 2 недели». Почему за 2 недели? Ученый Дмитрий Петров сказал, что за 2 недели можно изучить любой язык и доказал свои слова в практике. Методику этого ученого мы перевели на казахский язык и поэкспериментировали в школе. И у нас удачно получилось. Ученики начали за краткое освоили казахский язык. Первое, то, что нам нужно, это словарный запас. Без слов язык невозможно освоить. Так что второе, чтобы использовать выученные вами слова, я научу лишь только 3 правила. И очень важный аспект — это применять свои знания. Ну, давайте начнем с словарного запаса. Ученые говорят то, что в день человек использует минимум 500 слов. И мы подобрали очень много, используем 500 золотых слов, 500 алтын сөз, и сделал такой словарь. Можете этот словарь запросить через этот электронный адрес. Давайте я кратко ознакомлю вас. В виде картинок даются слова глаголы. Да? Здесь слова существительные, семья, дикие животные, посуды. Если освоите этот словарь, можете проверить свои знания по видеотесту. На YouTube есть, напишите казахский язык тест, есть там. По этим словарям я составил видеотест. 3 правила. Почему 3 правила? В школах же много же правил, да, учителя учат. Начиная с фонетики до синтаксиса, если посчитать каждый термин, или все будет около 200, наверное. Но эти термины в основном, когда будете сдавать экзамены, да, понадобятся. Но это освоить язык особо не помогает. 3 правила я могу просто объяснить таким примером. Например, в казахском языке 9 частей речи. Простым языком говорить, это 9 типов слов. Используя только 8 без употребления звукоподражательных слов, я сочинил просто предложение. Например, ширкан, да, удивление, восхваление, ух ты, да. Вчера ты и Азамат хорошо или красиво спели, но жюри дал 2 место. Теперь вам что надо знать? Самое главное, вы должны эти слова выучить. То есть словарный запас, как я говорю, у вас должна быть словарный запас, слова, и вы должны знать место их использования. Место просто ставите, только слова глаголы на последний ряд. Например, я пришел домой. На русском языке так выражается. На казахском не так. Глаголы всегда назад. То есть я домой пришел. Таким образом используют. То есть глаголы всегда последний ряд. А в остальных, видите, как черные слова, это все идет без правил. Правил, где я красным, да, показал, это все 4 правила вам кажется, но это 3 правила, потому что это глаголы, используемые глаголы, это тоже используемые глаголы. Это первое правило. Здесь использование окончания, это 2 правило. И 3 просто использование суффикса. Все. Если вы знаете использовать эти 3 правила, вы освоите казахский язык. Давайте тема сегодняшнего первого урока — это глаголы в 3 времени. Времена бывают у нас настоящий, будущий и прошедший. Теперь по схемам сейчас я объясню, как легко можно освоить. Обозначение слова «мен» — я, «сен» — это ты, «сіз» — это вы, «ол», «он» и «она». В казахском языке родов не бывает. И после видите многоточие. В этом многоточии вы ставите нужные глаголы в повелительном виде. Еще раз напоминаю, в повелительном виде, в других словарях особенно, обычно, у всех добавляется «у», суффикс «у». Неопределенная форма глагола называется. Но эти «у» мешаются, когда здесь нам нужны окончания добавить. Так что я просто без «у» дал в повелительном виде. Ладно, дальше идем. Где здесь вы ставите просто слово, повелительное слово «ш». Теперь выбираете один из этих суффиксов, то есть «ап», «эп»,
п. Который из них выбрать? Если слово мягкое, вот эш, да, или же, они мягко произносятся и слышатся, выбирайте мягкую, то есть эп. Если бы вот твердый жаз, то вы бы выбрали твердую форму оп. А п, когда выбираете, когда вот слова заканчиваются на гласные, вот ок, да, на гласные заканчивается. Здесь гласный, два гласных не может прийти, поэтому выбираем п. Ну ладно, дальше идем. Вот потом идет 3 вспомогательных слова. Сидеть, это показывает, как действие происходит. Сидя происходит, стоя происходит, второе это встать же, да? Или сидя происходит, или лежа происходит. Но казаки в основном 80% используют слово как переносное значение, жатр, то есть лежа. Но оно теряет свои значения. То есть мен эшеп, я пью, да? Мен эшеп жатр. После что надо выбрать? Да, личное окончание. Вот. Мен эшеп жатр мын. Вот оно. Почему мын выбрали здесь, да? Потому что вот я специально перекрасил. Мен начинается. Если на мен начинается, то оно обязательно должно заканчиваться на мын. Это ее личное окончание. Если начинается на сен, вот здесь по схемам я специально перекрасил, она должна закончиться на сын. Если начинается вот на сез, да, вы, она если заканчивается на мын, это неправильно. Нужно заканчивать на сыз. Вот я специально говорю, перекрасил, чтобы не путаться. Сейчас я сижу. Понятно, да, как использовать эти слова? Давайте, второе. Вот слово, твердое слово подобрал. Мен, например, мен жазып жатырмын. Я пишу. Сен жазып жатырсың. Ты пишешь. Вы пишете. Сіз жазып жатырсыз. Он пишет. Ол жазып жатыр. Здесь окончания нет. Вот. Теперь примеры в будущем времени. В будущем времени очень похоже, но отличается вот с этими суффиксами. Это как бы заменяет слово буду. Буду кушать, буду пить. Опять после слов местоимения вот мен, сен, сіз, ол, где многоточие нужные глаголы ставим, типа того, ищи. И просто читаем. Если мягкое, е выбираем. Если твердое, а выбираем. Если нагласное, вот как здесь заканчивается, то и выбираем. Потому что это два гласных же, а, е, это два гласных. И выбираем личное окончание. Например, мен су ішемін. Су это вода. Мен су ішемін, я буду пить. Сен су ішесің, ты будешь пить. Сіз су ішесіз, вы будете пить. Ол су ішеді, он будет пить. Вот где твердое слово жаз. Жаз твердое слово, и мы выбираем а. Вот. Жаза. Мын. Жазасын. Да? Вы будете жазасыз. Если мягкое, вот его мягкие формы выбираем, как ішемін. Но здесь как так твердое жазамын. Ладно, в прошедшем времени тоже, ну здесь чуть отличается. Здесь тоже, если к словам глаголы д, т добавляется, то это в прошедшее время. Например, вот здесь нужный глагол ставим и просто читаем. Вот, например, мен іштім. Да? Мен ішті, я пил, да? Мен іштім. Вы не можете сказать мен іштің, потому что ың относится на сен. Вы должны сказать ты пил. Сен іштің. Теперь может возникнуть такой вопрос. Здесь же два, да? Форму д или т. Который из них выбрать. Про себя несколько раз повторите, и который гармонно и красиво произносится, выбираем ту вариант. Теперь вот. На жаздым. Жаздым. Твердое. Сен жаздың, ты писал. Сіз жаздыңыз, вы писали. Он, ол жазды, он или она писал. На этом заканчиваем первый урок. Домашнее задание. Используйте вот слово же и ока. Примените к этому схему. Попробуйте. Сау.